Парламент – это живой организм, поэтому важно, чтобы он мог функционировать в соответствии с теми запросами, которые имеются сейчас в обществе. И именно поэтому темой сегодняшнего круглого стола, организованного «Единой Абхазией», стало видение того, каким должен быть парламентарий в современных реалиях. Этот круглый стол задумывался не ради дежурных отчетов или готовых шаблонов, отметил, открывая встречу, председатель партии Алхаз Барзани. Прозвучал откровенный и содержательный разговор о том, как качественно изменить парламент. Ведь Народное собрание – высший законодательный орган страны, ключевой институт, от решения которого напрямую зависит успех и будущее всего государства. Сегодня, к сожалению, в составе Народного собрания практически не представлены учителя, врачи, ученые, деятели культуры, работники сельского хозяйства, те, чей ежедневный труд напрямую связан с жизнью людей. Это создает разрыв законодательной власти и реальными потребностями граждан. Сегодня само время формирует запрос на парламент нового качества. Перед Абхазией встают новые вызовы, требующие ответственных и в то же время быстрых, выверенных решений. Невозможно построить будущее, забыв о прошлом. Именно поэтому участники дискуссий не единожды возвращались к истокам, к легендарному золотому парламенту созыва 1991 года. Если тогда главным вопросом была борьба за независимость Абхазии, то сегодня на кону стоит сохранение идентичности народа. Когда люди в целом убедились, что основной костяк парламента готов бороться, готов идти вперед, конечно, тогда у нас сформировалось единство взглядов в парламенте, что для нас чрезвычайно было важно. Ведь парламент тогда выполнял не только функции, скажем, представительские, да, законы приняты, нам пришлось выполнять роль правительства, значит, исполнительного органа и так далее. Это был единственный орган, который занимался вопросами военного строительства, ведения войны, значит, всеми делами, начиная от питания детей до, значит, госпиталя и так далее, лекарств, масса всех проблем. Главной особенностью золотого созыва стало единение общества. В единый блок сплотились представители абсолютно всех этнических групп Абхазии. Это были Юрий Воронов, возглавивший Славянский дом, Альберт Тополян от армянской общины, Николай Патулиди от греческого общества и, конечно, абхазское народное движение Айтгалара. Такое сплочение помогало одерживать важнейшие политические победы. Кандидаты шли на выборы не ради денег или укрепления личного статуса. Люди шли служить идее и государству. Нам нужна особая мудрость наших государственных деятелей, людей, которые будут в парламенте определять судьбу страны, пройти этот период так, чтобы сохранить наше общество, сохранить нашу независимость и развивать нашу страну. Поэтому люди нужны патриотичные, как я сказал, в первую очередь, грамотные. И хорошо было бы предлагать кандидатуры людей, которые нужны в этом парламенте по тем или иным направлениям. Самые лучшие специалисты нашей страны должны быть там, потому что самое сложное время мы живем. Представители Общественной палаты напомнили, что перед масштабным гражданским форумом они провели целую серию экспертных встреч. На них поднимались острейшие проблемы демографии и развития сельских территорий. Однако фундаментом для решения любой из них остается конституционно-правовая реформа. Мы были убеждены и сегодня убеждены в том, что в данном историческом периоде, в данном становлении и развитии нашего государства, и в частности парламентаризма, мы подошли к такому моменту, когда нам необходимо перейти на этом этапе, подчеркну, к смешанной избирательной системе, для того, чтобы дать возможность партиям начать открыто продвигать своих, значит, кандидатов в высший законодательный орган страны. Мы говорили о том, что необходимо поменять принцип и порядок формирования парламента. И не просто так. Что это даст? На наш взгляд, мы это обосновывали. Во-первых, это даст возможность обеспечить более широкий спектр взглядов. По мнению депутата парламента Дмитрия Маршан, сегодня парламент не обладает достаточной автономией. Сегодня у нас система с сильной вертикальной властью президентской, которая всегда будет хотеть под себя подмять другие институты власти.
И, к сожалению, власть, когда подменяет за собой, значит, другие институты власти, она в эту ловушку, в капкан попадает. Почему? Потому что она другие, значит, мнения, она оставляет за бортом, в основном на улице. Потом эта точка, значит, нарастает. И мы получаем что? Значит, получаем очередной, да, какой-то переворот, к сожалению. И от того, что мы поменяем систему выборов, это ничего, ну, на мой взгляд, это ничего не поменяет. Нужно менять всю систему. Нужно усилять, прежде всего, я считаю, местное самоуправление. До выборов в Народное собрание Абхазии остается 9 месяцев. И каким будет новый созыв парламента, в любом случае зависит от каждого из нас. Ирина Богателия, Давид Хашик, Абхазское телевидение.